ловлю себя на мысли, думаю, как вот все это, вот, когда у меня вот такие процессы в голове происходят, вот была какой-нибудь девайс, который записывает, то есть переводит все это в слова. Видите, вот о чем я? Жалко, Да, только я, нет я изобретения. как я понял, у тебя есть capacity. То есть все, что тебе нужно, это просто овладеть техникой, как это все переложить на бумагу. То есть Да, то есть, технический вопрос. Как форматировать текст, какие виды вот этого повествования бывает, там, короче, от первого лица, там, от третьего лица, и самое интересное, это не хаотичные у меня как бы идут картины в голове возникают, а целые диалоги. То есть я у себя в голове там провожу какой-то диалог между различными персонажами, которые я в тот момент воображаю себе. Видите? То есть вот это само собой, произвольно иногда происходит. Да, я молюсь, волнуется аппарат Елха, чтобы это все записывалось с моего мозга, переводило вот это как бы в диджитал состояние, и вот так бы мог бы как бы осязать. ты хочешь без этого, Без труда и без рыбку. труда рыбку из пруда вытащить. Но если подумать, геймер, начитанный, там, фантастику читаешь, это читаешь, что, естественно, у тебя к твоему возрасту уже мощно натренированное воображение, ты можешь представить других людей, как бы их эти диалоги, все, как бы юг. Вообще любой человек, который много читал, Да, вот много-много, бэкграунд того, кто читал. Когда ты читаешь, да, ты же себе это представляешь все это, как да, фильм смотришь. кто много читал, он автоматически может сделаться писателем. То есть нет такого, что писатель, что можно научить человека стать писателем. Это невозможно. Что мы тогда тут делаем? Бога, любой человек может это освоить. То есть должен уже что-то рассказать. То есть какие-то люди бывают, кто устно рассказывают, могут устно какие-то рассказывать. Как и любая профессия, методом шлифовать, этим практикой достигаться совершенства в этой профессии. То есть это как бы некий, как и любая профессия, вот упорный труд. У тебя тоже как бы есть вот это основное, что нужно, тебе просто нужно овладеть некой техникой и приемами этого записывания. Обычно даже и прием автоматически школьный, ты просто никогда не анализировал, машуала, Артур. Но ты никогда не анализировал, как она написана, то есть структуру, моется. Но ты много-много книжек прочел, и автоматически можешь тоже симулировать это. Это как, я не знаю, допустим, ты помощник каменщика. Ты ему подносишь кирпичи, там, день, два, год, там, 10 лет, и ты можешь в любой момент взять у него этот мастерок и тоже положить, потому что ты это 1000 раз видел. И, возможно, у тебя сразу же очень хорошо получится с первого раза. И писатель который вот, читаешь, бакка, и потом внезапно сел и сразу же бомбанул, мощнейшей книгой, сразу прославился. И такие случаи довольно часто бывает и такое. То есть но одно точно, если ты много книг не читал, то тебе этому надо учиться. То есть и научиться этому тоже можно. То есть книжки швайцах, ты как, скажем так, ты вот с этим каменщиком должен будешь потренироваться. Такой фигли. То есть, если у тебя есть вопросы, и техники, по этой технике объяснить, это не только писательский скоро вот это люди очень мало будут читать. То есть книжки, это очень медленно будет умирать эта профессия, но рано или поздно она будет. Но визуализация, анимация, даже просто видеоролики, сценарии, то есть разложить, что ты, о чем ты хочешь. Поэтому это никогда почти не исчезнет.
и нас вот этот чат GPT, этот робот нас, мне кажется, именно в написании идеи позже всего заменит. То есть уже он четко будет, наверное, любой он еще видеокадр генерировать, любое фантастическое существо, любые драки с участием, сколько угодно нахбулочки. Представьте какие-нибудь исторические фильмы, где актеры не играют, то есть, имитируют, что тебя это, я не знаю, копьем пронзили, а действительно выглядит это будет как копьем пронзили. То есть нас скоро ждут такие массакр, кроваво-кишечные исторические фильмы, где все это будет реально, как реальность, а не имитация из этого. Каскадёж еще. То есть им все равно он и плод, вот этот плод, он будет все равно человеком генерироваться, мне кажется, очень долго. Я, может, ошибаюсь. Но только человек может контролировать, пока вот этот плод насколько он интересный будет. То есть, хотя контроль лишь, сам себе режиссер лишь, ерика инструмент, кира лишь, такие креативщик шхербухвей, скоро, еще на нашем веку мы их очень много навидаемся. Короче, там Оскары будут давать не как команде, там, и не 100 человек, и не 200 будут кино снимать, а какой-то будут известные такие одиночки, которые шедевры создают там. Под полным под контролем еще больше искусственный интеллект, агент больше. Артур, что ты думаешь по этому поводу? Маш, Истрел, Маш. Запись, окон запись я ши, амелан. То есть Да. видеозапись ши. Вихун бара. Просто его амел день дойчил, его хашун даже на данный момент тоже книги я изучу. И цундериш, цацхаттер, цацумхула. Хатташ да им мы спрашиваю. Ты по технике что-то надо спросить? Ну вот, например, на данный момент вот аса 8 капитель улицунах чапта язина. И потом я поняла, что вот надо как-то разделить. Ну, там у меня дело в том, что вот в начале там рассказывается про ее прошлое немножечко. Это 4 chapters. И потом я решила эти 4 chapters, из них просто сделать пролог и уже начать первый, чтобы первый chapter уже был вот то, что вот на данный момент происходит. Вот, я не знаю, это хорошая идея или нет, потому что я видела видео, где говорят, что прологи вообще лучше не писать, что это плохо, что сразу вообще интерес пропадает, так что видео шумшки Да, пролог считается нехорошей вещью. Есть такой принцип, он читает ревартинс, он лаглает ешму и сразу сходу, как эти голливудские киноделы делают, 80-е, 90-е, сразу же идет какой-то экшен, там сразу же какие-то преследования, что-то там. Если тайна самого сюжета исчезает. Да. Не то, что тайна самого сюжета исчезает, а пролог, пролог это попытка объяснить, в чем дело читателю. А читателю не нужно объяснять, в чем дело. Он должен оставаться в этом, в неведении, видеть, тайнах или еще что-то. В любопытстве. Вот это любопытство движет, чтобы до конца прочитал твою книгу. Да, чтобы он на первой странице, чтобы он на следующей странице, вернее, чтобы он дальше читал. То есть он внимание привлечь еще, короче. А именно пролог в этом действительно лажает из-за того, что вот скучно он объясняет его, и что аж изворот, а он не один дарится, он не один может. Нет. Не, у меня не так. У меня именно вот этот пролог, то есть первый капитель разъязен холел. Изначально капитель ярца, 8 капителей, потом я разделила, что первые 4 просто пролог. Просто у меня там уже сразу с экшена все начинается. Но у меня просто там таймскип
происходит. И я думала, что это может читателя ввести какое-то заблуждение, или он может не понять этот таймскип. И поэтому я думала, окей, пока она вот маленькая, пока она еще девочка, там тоже уже все начинается с экшена. Но пока она маленькая, я решила это записать просто в пролог, а когда она уже взрослая, где все уже начинается, ну, где уже все спокойно более. Классическая ошибка Айон, писателя, где он слишком подробно пытается, то есть недооценивает читателя. То есть как бы что все ему разжевать пытается, и боясь, что он что-то не поймет, это абсолютно Айон, ошибки он, ни в коем случае. Как мне тогда этот таймскип сделать? То есть как мне написать там? Ты можешь потом флешбэк какой-то, флешбэк я ищу, то есть воспоминания еще поехать. У тебя ведется от первого лица или от какого лица у тебя ведется? От третьего лица? От третьего лица. Хорошо. От третьего лица, который все знает, или от третьего ненадежный рассказчик? Да, который не все знает. Ага. И камера все время над главным героем, героиней или перемещается на разные? Она может перемещаться, то есть я слышала, что вот с головы в голову лучше не прыгать, что если, например, хочешь из головы в другую голову залезть, то лучше это делать в следующем капителе. И вот так я это делаю. То есть у меня один капитель будет рассказываться именно со стороны одного персонажа, а там продолжение, то есть эта ситуация, она дальше продолжается, но дальше я уже, например, в другом капителе уже рассказываю эту ситуацию из головы другого человека. Шеф, извините, пожалуйста, там ребята в Ламан Марзу спрашивают ссылку и хотят зайти, не могут зайти. Где ссылку взять на чат? Вроде бы я закидывал ссылку, там внизу есть и что реклама, там внизу ссылка есть. Тесла, еще раз последним этим, чтобы это, закинь, пожалуйста, Халдас. Сейчас закину. Баркалбери, Бяхма Бакал, что урок прервали. Да, обсуждение. Можно вам задать вопрос? Да, давай, валяй. Тесла в Ламан Марзу. Тесла в Ламан Марзу все ждут. Идем, когда пришел, у него интересная тема, кстати. Ну, в общем-то, она где-то гайд смотрела, где вот эти советы дают. Короче, нельзя в одной и той же главе прыгать, короче, с одной головы в другую. Это очень считается нехорошей ошибкой. Лучше вообще всю книгу с одной перспективы. То есть вот это прыгание с одного на другого, это тоже, ну, если чуть попозже, поподробнее, и фокал яхты, или по-английски point of view, то есть точка зрения или точка, откуда это все будет рассказываться, важным элементом именно в технике. Тебе тоже полезно будет об этих узнать об этом. Кстати, личный опыт у меня была такая книга, которая сводилась к одному концу, то есть как в одной главе одна история рассказывалась, и как бы на интересном месте она заканчивалась, началась история другого персонажа. Но в конце я понимал, что эти персонажи в конце книги, они все будут вместе, и это будет одна история. Но все равно, то, что я в одной главе про персонажа не прочитал, так скажем, эта мысль меня все время тревожила. Я как бы получал какие-то истории, как бы их быстренько прочитывал, чтобы вот ту главу, которая мне стала интересной, чтобы в нее опять же дойти. Вот такие проблемы иногда возникают, когда книги читаешь. Я тебе дам очень полезный, очень мощный совет, который мне в свое время не дали, к сожалению, но я ее как бы интуитивно ему последовал. Использую рассказ от первого лица. То есть я пошел туда, я сделал это, в этот момент они вот так сделали Бош. От первого лица Ахдой это самый легкий способ то есть ошибиться, да, именно в такой вид повествования. Он моментально, читатель, некую близость с собой сразу ассоциируется.
То есть кинешь вышел тегвац, он сближается автоматически с объектом, сопереживания, с героем своим. От первого лица, то есть твоими глазами все видит, то есть твоими глазами все происходит. Короче, в течение и всей книги вот так. Иначе, опыт захочу, вот эти все прыгания из головы в головы, у тебя там мишмаш не слурюха, короче. То есть я консистенцию от стиля через все произведение. И хряц. Учитель Excel будет, да, на уроках? Какой еще Excel? Excel не будет? Нет, Excel не будет. Windows. На программирование Баха. Да. Тема, как Нет, я понял, сегодня про то, как написать книгу, да? Никакого Excel программирование. А с одного параграфа на другой, чтобы перейти, сколько строк надо? Ограничения. Как определяю? Вот как я могу определить, Тесла? Вот как я могу определить, например, я пишу книгу, вот, например, первый параграф, второй параграф, могу ли тебя? Вот как я именно, вот через какой момент я должен определить? Собор дела, короче. Ты про главы говоришь? Как книга состоит из глав обычно, ее пишут из глав. Ты про это говоришь? Или про абзацы? Абзацы, да. Абзацы, да. Я перепутал, да. Извиняюсь. Давай я тебе сразу как бы помогу этому. Ты кино, когда смотришь, действие, какой-то герой, или какие-то, не знаю, антигерои, какое-то действие происходит. То действие прерывается, то есть новый кусок, камера как бы выключается. Ракурс камеры переключается на другую картинку. Не то, что даже, ракурс это одно и то же. А когда ты дубль олахцуна, короче, ты какой-то снял какую-то сценку, все, эта сценка закончилась, потом час, может, прошел, может, следующее утро, короче, идет следующая сценка. Это одна из ошибок новичков, которые вот книжку пишет, и вот особенно у начинающих, 99% худших, короче, они начинают книжки, и он начинает вот этого героя, то есть он его чуть ли не в туалет сопровождает, то есть вот сочи, короче. То есть а потом ему становится скучно, потому что еще почему мне скучно стало писать? Писать, кстати, интереснее, чем читать. Иногда. Интересно, если ты достаточно разовьешь себе вот это шизофреническое чувство, и не знаешь, что следующее предложение будет, даже в следующем абзаце не будет, даже в следующем предложении ты можешь не знать, то интересно вот это все, разворачивающее действие, наблюдать. Какой-то чувак внутри тебя это пишет, а ты как бы это со стороны немножко с интересом так наблюдаешь, и как будто прокручиваешь это кино. Так вот, ты должен и камерщи ориентироваться на эти шоты, они не зря делаются. Короче. Вот произошла сценка, все, ты дальше пишешь, отступаешь и дальше пишешь следующую сценку. Промежуток такие цуюты. Это как бы собрались оператор, режиссер, там, не знаю, костюмеры, все, собрались, так-то сценку оттенца где-то, короче, собрали все это хозяйство, перешли в другое место, по сценарию, может, там прошел час, может, 5 минут прошло, может, день прошел, может, месяц прошел даже. Все, следующая сценка. Вот ищет кусок шах, юхай. Большие куски – это главы. Маленькие ахмабар, абзацы могут быть. И ракурс камеры, тут тоже прав. А ракурс менять в моментах ты можешь опять-таки, с новой строки начинать. Представь, что это кино просто. Тесла, интервала, я извиняюсь, что вмешался. У меня просто очень интересующий вопрос был. Ты просто вот научный человек и никаю вот Тесла с электричеством связаны. Я вот хотел бы спросить, а вот если аккумулятор из машины подсоединить вот провода к себе, заряжаться,
Еду. Да, все. Поджариться, еду зарядиться. 220. Если хочешь мощную зарядку, то можно в одно место их засунуть. Аккумулятор, улхирдас, машин, летта, что тасбиезы. Тесла, можно задать Можно и вопрос, так. пожалуйста? Ишдиквахан. Давай, задевай. Всех приветствую, свободным людям. Очень рад слышать чеченцев, которые думают и просвещаются. Вопрос такой к вам. Что для вас является надежным источником морали? Опять 25. Надежный источник морали. Ну и вопрос. Our roots. Наши Да, молы. Армат, если можешь ответить ему, что является надежным источником морали. Да, наши корни. 1001 ночь. У нас чуть-чуть другая тема. Извиняюсь, у нас чуть-чуть другая тема. Может, продолжим, Тесла? Насчет книги. Да. Наушник не слушал, Тесла, сейчас я поправлю. На чем мы остановились? У кого какие вопросы были? Главы, абзацы, тебя объяснили, ну ты закончил, в принципе. Да. Как это называется? Артур, как это называется, вот эти, когда меняются, сценки меняются в фильме? Когда фильм снимаешь. Дубль. Да, это самое, Тесла, ты ждал меня, я просто очень далеко был от телефона. Еще раз, что за вопрос? Как называются вот эти сценки? Вот когда я рассказывал про эту ошибку, которую начинающие писатели почти все делают. То есть они начинают писать книгу, и вот герой пошел туда, потом это сделал, то сделал. Они непрерывно его сопровождают. То есть и по времени, и по пространству постоянно сопровождает его, не понимая, что нужно, как в фильме, вот сценка, потом пошла следующая сценка, потом следующая, там через час, через день, через это. Вот, сценарий это так и называется, сцена, или уже при построении самой сцены, это называется мезансцена. Так это и называется. Но просто сценарий от фильма, сценарий от книги очень сильно отличается в том смысле, что сценарий это очень грубая, очень топорная, прямая драматургия. В сценарии ты все пишешь глаголами в настоящем времени. Ты, допустим, не можешь, допустим, написать в сценарии, допустим, вот ты снимаешь фильм, там, давай возьмем чеченского персонажа Хасуха, и ты снимаешь фильм о Хасухе. Если ты пишешь в книгу о нем, то ты можешь сказать: Хасуха томно смотрел вдаль, и небо вторило его взору, повторяя его грусть и печаль. Без проблем. Такой воды ты в книгу налить можешь. В сценарий нет. Ты не можешь эти уже метафоры. Это ты оставляешь режиссеру. Режиссер сам во время съемки понимает, как снимать, как Хасуха смотрит, томно, не томно. Этот уже такой лирический жир оставляется за режиссером. Ты как сценарист пишешь очень топорно. Хасуха встает, все в настоящем времени, берет стул, переставляет его на другое место, наливает воду и пьет эту воду. Или выпивает. Все глагол. Вот поэтому сценарий – это один из самых топорных видов драматургии. То есть он самый прямой. Все в настоящем времени. От книги отличается, поэтому немножко, может быть, не будет корректным это сравнение с сценарием и с фильмом. Да, Артур, ты вот этот сценарий читать сценарий, это как бы мучение, если подумать. Это неинтересно совсем. То есть для этого режиссеры и учатся вот в такой вот прямой драматургии видеть уже какую-то там лирику, вот это все. Это как бы чисто работа механика. То есть топор берешь и вот так там рубишь фильм. Да. Поэтому и книги берут и адаптируют сценарий. То есть ты не можешь просто взять книгу и снять по ней фильм. Ты сначала берешь эту книгу, садишься со сценаристом, пишешь из этой книги сценарий, все переводишь в настоящее время, вот в такую вот четкую, ровную драматургию, вырезаешь лишнее, что-то добавляешь, это уже детали, нюансы.
И потом уже по сценарию снимаешь все четко проработанный фильм по сценам, по дублям, по локациям, по всему, по полной проработке. Я, кстати, и в английском вот варианте, то есть в русской, скажем так, вот это форматирование произведения, где от «я» есть, там от третьего лица есть, от ненадежного рассказчика даже можно. А вот в английском есть вот, да, вот то, что ты сказал, там есть даже вот в настоящем времени. Не только в настоящем, но и есть ты. Вот есть произведения на английском, и скажем, довольно много, где вот ее читаешь вот так, короче. Ты пошел туда-то, ты сделал это-то, ты потом тебя вот так сделал. Прямо так. И это считается такой некой... Мне она не нравится жутко, короче, потому что это... Но есть известные книги, написанные вот именно в таком ключе. В русском это не встречается. В русском, кстати, также не встречается. То есть все в прошедшем времени. Например, я веду рассказ от первого лица, там я рассказываю, я там плыл на корабле, потом там моряки, там то все. Я вот рассказываю от первого лица, это все в прошедшем. То есть мы сделали то-то, мы сделали то-то. И это, вот у этого типа повествования есть недостаток, который в английском устранили вот этим настоящим временем. То есть я нахожусь на корабле, бла-бла, они в настоящем времени. Знаешь, почему это делают? Вот кто может догадаться, почему вот этот рассказ прошедшего от главного героя, прошедшем, вот что в нем не так? Вот интересный вопрос, Душун. Кто догадается? Тесла, вот я скажу вот свое мнение, как бы. Вот, например, когда я читаю вот эти русские книги, да, и там, как ты сказал, действительно, в прошедшем времени, мне всегда кажется, то, что даже если книга современная, то кажется, будто она из прошлого, да, вот из как будто такая старая книга, да, даже если она написана в 24-м году, да, то есть старинный захед, когда в прошедшем времени там рассказывается. Вот я имею в виду вот именно свои ощущения, когда вот читаю, да. Да, ну ты частично прав все-таки, но причина современных книжек в прошедшем времени, это и в английском тоже, это как бы стандартное, короче, повествование, оно и в немецком там претеритум, то есть прошедшее время рассказчика. То есть, но у этого вещи есть недостаток. Вот прошедшее время уже рассказчик, там он рассказывает, как они там, не знаю, летели на космическом корабле, мы и так далее, потом это там Анна сделала то-то, там, не знаю, Джон сделал то-то, мы высадились в Бош. Он в прошедшем времени рассказывает. И это, да, мы привыкли читать вот так, короче, но у этого рассказа есть какой-то недостаток, который там, на первое время там, не очевиден. Вот какой, как вы думаете, кто догадается первый? Может быть, само время недостаток, настоящее, прошлое. Если в настоящем идет рассказ, то остается интрига, как кончится это. Тепло, молодец, папа. Да. Это что пока этот сюжет не закончится, никто не знает, что это было в прошлом. То есть, когда я рассказываю, и мы-то пошли туда-то на корабле летели, то может, это значит, что я выжил. То есть, где тут нервы пощекотать, понимаете? Раз я рассказываю, оператор выжил. То есть, раз я рассказываю, значит, это автоматически death situation, и life and death situation, то есть жизнь и смерть situation. И уже хаей ищаться, потому что читатель уже знает, что ты выжил, что ты живой. Да, в любом случае, интересно, событие еще уж. Но и главное, и вещи кочущие, нервы, выживет герой или нет. И да ищаться, потому что само повествование в таком ключе предполагает, что герой выжил. Кстати, Тесла, важная поправка. В кино как раз это не работает. В кино легко может мертвый персонаж рассказывать свою историю. Это вот магия кино, что уже ты, как персонаж мертвый, он легко, живо, так хорошим голосом рассказывает. Ну, как яркий пример, чтобы не быть голословным, например, там «Красота по-американски», фильм, там, где Кевин Спейси играет главную роль.
Он там мертвый и рассказывает, как он был убит, собственно, свою историю. Да, это как бы, ну, скажем так, киношное исключение. Но в данном случае, например, классический вот Даниэль Дефо Робинзон Крузо Яхтс, он рассказывает, как он 20 лет провел на этом острове. То есть с самого начала понятно, что он выжил. То есть первое лицо яшен в английском часто очень применяет настоящее время. Вот как ты про сценарий говоришь, ну, конечно, не в таком, топорном ключе, а в английском языке настоящее. И в русском тоже есть довольно много примеров, где ты переходишь на настоящее время, чтобы приблизить этот момент, что не очевидно, чем это закончится, выживет герой или нет. Самый скучный... Тесла. Да, я могу дальше продолжить. Вот у меня такой вопрос. Вот ты говоришь, как бы понятно, что типа там персонаж выжил, да, то есть в этом недостаток мало. А если, к примеру, там вот рассказывается, да, то также в прошедшем времени, как бы вот он пошел туда, это сделал, то есть это даже не, там не указывается нигде то, что это там рассказ про выживание, про смерть. То есть я могу, например, там в прошедшем времени писать книгу, там адвокат Джон искал там убийцу своего отца, там то-то, и он сдох, короче, его убили, короче. Там какие-то мафиози, которые были заинтересованы в том, чтобы никто не выяснил, кто убил его отца, его взяли и грохнули, да. Я же могу также написать, как бы. Если ты от этого героя рассказываешь, от главного, то есть от я, то есть различай вот эти три вида основных вот это рассказа. Фокал, то есть фокус, на ком фокус. Ты рассказываешь от себя. В жизни ты можешь это симулировать. Любой человек, который умеет просто писать, может симулировать вот этот простейший и самый, скажем так, излюбленный, самый интимный стиль, который приближает нас к этому. Приближает нас приближает читателю, скажем так, вот этот стиль. И он предполагает, я в таком-то году то-то сделал, вот тогда ты не можешь мертвый разговаривать. Вот исключительный случай, который про Артур рассказывает в кино, вот это как бы вот, режиссер так, кажется, оригинально решил вот так поступить. Но в классических 99,9 случаях, как ты будешь рассказывать, если ты мертвый? То есть ты не выжил, не пережил эту ситуацию. То есть рассказ от я предполагает, что ты выжил. И этим как бы все же был придуман вот этот рассказ от я, он появился первым, скажем так. Ну, нельзя сказать, что он первый, можно сказать, что он появился вместе с этим. И всезнающее третье лицо есть. Его, скажем так, противоположное. Антагонист его. Это как бы божественный голос, который все про всех знает, короче. Абсолютно все рассказывает. Раньше вот эти старые романы, там, Вальтер Скотт и Дух Бокуш, короче, просто вот 19 Мапасан. Это как бы рассказ от этого omniscient, английским, вот, да, всемогущий Бог, омнипотенти, омнишенти, всемогущее третье лицо, которое все всех знает. Короче. И вот и рассказывает, как будто дронтях, короче, сверху завис этот чувак, и он про всех знает, и всем рассказывает. Вот там Мария, короче, пошла на берег, вот она думает так-то, там, вот идет там Хуан Карлос, увидел Марию, он подумал, а у нее сегодня это настроения нету. И это, короче, работало, и вот нам эти романы сейчас, кстати, немножко скучные кажутся, и 19 века романы. Да, они все еще там мощные, мощные писатели были, но они вот этот недостаток потихоньку, писательское искусство, оно развивалось, ремесло, оно развивалось, чего-то добавлялось.
какие-то вещи убирались, новые вещи придумывались. И Сенна пришли к времени, что вот этот, надо создать гибрид от первого лица Адешен. У тебя есть загадка, то есть герой не все знает, и вместе с героем выяснять, и ты как бы проводишь вот это расследование, или исследование этого мира, или какое-то путешествие совершаешь, или переживаешь что-то, какой-то конфликт переживаешь. Поскольку ты из его головы, из его этой мысли, он рассказчик. И тут противоположный это всемогущий, который там, не знаю, вот этот чувак с дрона, который все про всех знает, может всех услышать, там, что угодно. Вот у этого этот недостаток, что он бедный на все эти события. Конечно, будешь описывать, куда массу описывать, ешь загадка даюк. И появился вот этот гибрид из этого и из этого. Называется он ненадежный рассказчик. Unreliable narrator. Narrator Бог, рассказчик Бог. Narration, рассказывать по-английски. Ненадежный рассказчик, он как бы худой. Ты берешь вот этого героя главного, и уже не из его глаз цугу думать, ты можешь только предполагать. Потому что камера над его головой. Игра шла из них, компьютерный, где ты не из глаз смотришь персонажа, кюкшай, хагуш, а камера там сзади бывает вот так, висит. Ну да, от третьего лица, до GTA, например. Да. Называется от первого, третьего лица. Вова, она сзади висит, но то есть он все еще с ним. То есть камера висит над главным героем. И только то, что там происходит в этой сцене, ты можешь видеть. Ты ничего другого видеть не можешь. Этим ты достигаешь что вот этого. И когда рассказываешь, ты не лазишь никому в голову, не говоришь ни за какие-то мысли, а уже максимально тебе читатель верит уже. Потому что ты ему не врешь. И этот всемогущий вот этот чувак, он убирается, и мы становимся, так, гибридно так, понимаешь, не полностью, но достоинство этого и достоинство этого совмещать. Это самый распространенный сейчас способ повествования вообще. Камера над героем. И в настоящем времени. То есть периодически прошедшим, но минуту назад, там, час назад, хилок ты можешь прошедшим сказать, но желательно в настоящем времени, чтобы опять-таки убить это ощущение, что герой там все пережил и выжил эту ситуацию, пережил. А что делать, если у меня два главных героя? Ничего, тогда тебе либо надо будет определиться с вокалом, тебе надо будет. Либо рассказываешь, один главный герой как бы рассказ ведет, потом ты в следующей главе там переключаешься на другого. Или через 2 главы, через 3. И вот так можешь вести, если ты собралась от первого лица вести. Если ты же собралась вот этот ненадежный рассказчик, тебе придется перемещать камеру, то есть с одного героя на другого. Другого выхода у тебя нет. То есть получается, Тесла, как я понял, если ты пишешь книгу, где герой рассказывает от первого лица, то не должно быть прошедшего этого, то есть рассказа, да, вот я там сделал, пошел, то есть прошедшим хилце есть баха. В английском это делают. То есть в настоящее время должен герой рассказывать, чтобы убить вот это ощущение, что ты выжил в конце. Раскаш пока еще я не видел, Раскаш, может, тоже делают, начали это делать. Обычно они через какое-то время пародируют. Но обычно в русской литературе все время, если человек рассказывает о прошедшем времени, он рассказывает уже как бы он не знаю, выжил, это все пережил. То есть он живой рассказчик. Да. То есть, если от первого лица, то ни в коем случае не рассказывать в прошедшем времени. Ну, по мере необходимости. Ты можешь первого лица вести, рассказ, например, ты с кем-то разговариваешь, ты можешь в прошедшем времени упомянуть, что ты вчера делал. То есть, это не нарушает. Главное, чтобы ты это в настоящий момент, ты амельдишь, вот этот прогрессив, оставался.
Тесла, хочу уточнить, слушай, я просто реально не помню, если кто помнит, освежите память. Моби Дик, там разве не рассказ от выжившего матроса о происходящем у них в лодке после неудачной охоты на кита? И он, по-моему, получается, выжил, и он в прошлом времени рассказывает, нет? Или я что-то путаю? Да, это от первого лица, и Моби Дик, короче, я давно его читал, но от первого лица я помню. Да, вот и я давно и не помню, но, по-моему, там прошедшее время использует рассказчик. Возможно, потому что старый мои, это как бы современные новоделы, вот это английские, ты и я. Да, книга старая, тут ты правда. Какого-то года, Мелвилл я знаю, Моби Дик, это, по-моему, 1900 какой-то, до 10-й, там, 20-й какой-то. Может, даже 1890. Ну, вот рубеж 19-20 века. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, кому еще что интересно? Кстати, важный вопрос. Ведь вы собрались писать книгу. Что там важно? Кто знает? Сюжет. Ну, согласно вот этой... Давайте я вам сейчас эту дамочку... В написании книги важно практически все, даже мелочи. Но есть основные фундаменты, например, круг героя. Там с нюансами, мне кажется, просто необходимо его использовать. То есть на какие вопросы отвечает твой круг героя? Скажем так. Кто, давайте проверим это. Кто, что, почему, жизнь или смерть, какая ставка, потом его преобразование, то есть качественное или некачественное изменение героя, и в конце награда или возмездие. То есть, как бы основные вот эти, понятно, с нюансами, с добавлениями, с вычитаниями, но круг героя, по-моему, пройти это еще от Гомера просто необходимо. Ну, скажем так, есть разные типы произведений. Ахмабаринс, есть произведения, где герой как бы развивается, совершенствуется, это рост героя. То есть сначала он был слабым, потом он, натренировался, стал конфуистом, побил своих врагов. То есть это стандартное вот это... Сюжетов очень много там. Это не может быть на чем-то другом, там, на месте могут быть, там, месть за убитого отца, там, за убитую жену, там, не знаю, полицейские, еще. Их очень-очень много, но технически много, но внутренний смысл, он все равно один там, какой-то конфликт. То есть постоянно какой-то конфликт с кем-то. Если нету конфликта, то история, она скучная по-любому. Можно какую-то ламповую историю написать. Говорю, ставка жизнь или смерть. Не буквально. То есть это может быть любая ставка, есть просто слово жизнь или смерть не буквально. Я имею в виду какой-то конфликт. Вот я про это и говорю, что в круге героя присутствует и конфликт тоже. По его преобразованию, не в смысле он накачался или стал сильнее. То есть преобразование может быть и другим. Оно может быть со знаком минус, оно может быть отрицательным. То есть там вариантов же очень много. Но без круга героя как ты героя сделаешь? Никак. Нет, там даже и слабый герой. Есть, кстати, известный light novel, где вот герой, он вообще слабый. Он только думать хорошо может и планировать. Но даже и то, единственное его преимущество, и ВИЧ, он как бы прокручивает назад эту. То есть он может возвращаться снова в эту ситуацию. А так он слабак, там все герои остальные сильные, там любой может прихлопнуть его как муху. Но он может преимущество, возвращение после смерти, return by death, английский мотта, то есть возвращение после смерти. То есть он проходит каждый раз, вот это повторяет, пока не справляется с ситуацией своими силами, слабыми человеческими силами и мозгами своими. Способ. То есть не обязательно герой должен там много вариантов, как и я просто хочу немного английский современный ищать, понять еще, вот интересно еще. Вот эта писательница Надин Брандес, я ее нашел в интернете, она считает, что существует 4 типа писателей.
То есть те писатели, которые когда-либо были или когда-либо будут, или встречать, они разделяются на 4 категории. Первое, она говорит, это plot first novelist. Новеллист – это писатель, короче, новелла. Новелла – это по-английски роман или... В общем, роман – чисто немецкое название новелла. Plot first, то есть сюжет, сюжет главное можешь. Сюжет. Даже она смотрит, как она плохо отзывается в этом plot first, короче. На самом деле не так уже этот хала. Характеры картонные бывает такой, если писатель только и вот этот на плот ориентируется. Там 20 тысяч льё под водой, вот типичный, короче, там герои вообще картонные, вообще ничего, ни чувств, ничего у них нету, почти бэкграунда у них нету. Просто про подводную лодку вам сообщить написал этот Жюль Верн эту книжку. То есть есть какая-то крутая подводная лодка, в 19 веке это воспринимается как некое чудо, и все, говорят, читают, что про эту подводную лодку. Короче, фактически эта подводная лодка и есть главный герой этого романа. А она нам кажется скучной, она действительно далеко не высокохудожественное произведение, потому что герои там вообще это не «Игры престолов», короче, в общем, совсем. Это называется plot first novelist, то есть он какой-то либо космический корабль какой-то особый, либо какую-то планету какую-то, мир какой-то построит, а вот о героях и характерах он как бы меньше всего думает, в том числе об их конфликтах. Есть второй тип новеллистов, вот эта дама, Надин говорит, характер first novelist, то есть персонаж вац, и на него акцентишь. Это уже получше. Дальше, почему нам вот этот Game of Thrones, то есть Игры престолов нравится? Потому что там вот эти интересные персонажи. То есть она чисто на персонажа, потому что все остальное там это обычная средневековая английская компиляция их всего, и в том числе и оружие, и декорации, там, и имена даже. Но персонажи делают, то есть персонажи его выносят. Ну, короче, третье у меня считается the story world first novelist. Вот этот, и есть люди, которые вот подробно им описать, все остальное там, вот это место описать, вот это какой-то мир, и его надо подробно там, они на этом зациклили, конституцию этой страны, там это все, короче, детали, все, они думают, что этим они мощно оживляют все это. Но забывает при этом вот и конфликты, и герои, это как бы опять-таки идет вторым планом. Он согласен в категории 4, но я просто для иллюстрации. И четвертый тип это the question first novelist. Question, то есть вопрос. То есть человек, писатель, который какой-то тайна какая-то, вот, или исчезнет ли человечество, что-то такие вопрос, на этом вопросе строит. Или что случится, если мы встретим инопланетян, который свой сюжет, все остальное у него строится только вот на этих вопросах. Что если игрушки оживают, когда дети на них не смотрят? Вот на этом вопросе создана вот эта Toy Story, игрушечная история. Примерно вот так же ищца. Что если зомби захватят мир? Это уже World War Z. Вот на этих вопросах есть. И как бы, персонажи, герои там тоже, они там их проработают, что-то сделают с ним, как и остальные. Но вот этот основной цель. Что будет несущая балка этой. Вот она считает, что есть тут 4 вот этих характера, 4 типа новеллиста. Что я не совсем согласен. Так, я могу еще вам про этого американца, как вот этот американец один, 12 советов дает, как писать. Я с многими его согласен. Здесь я не очень согласен, но со многими согласен. Если интересно, я вам его тоже переведу.
Так, начни с истории, которая заряжена конфликтом. То есть этот конфликт будет первый совет. 12 советов он дает начинающим писателям. Начни с истории, которая заряжена конфликтом. Этот конфликт, он как бы двигатель твоего этого плота. Плот – это идея твоего рассказа, скажем так, или идея твоего романа. Я свою новеллу под названием «Марго» именно основал на идее судьи, который пытается обвинить человека в убийстве, которое он сам совершил. То есть это необычный. А что если судья судит человека, который обвиняет его в убийстве, которое он сам совершил? То есть и вот на этом конфликте у него весь этот плот романа будет идти. То есть он говорит, что интересный плод ты, даже пусть из одного предложения, он всего лишь одним предложением создал вот уже эту, росток этой истории, посадил семя, скажем так. Поэтому возьми все, что ты хочешь, приоритизить, то есть приоритетно сделай вот именно эту идею, и на нем будет все это нести базу. Это первый совет он дает. Интересный совет, потому что я, наверное, согласен с ним. Второй совет, он говорит, вот это что интересно, определи, determine whether you are an outliner or a pantser. То есть определи, кто ты, то есть outliner или панцеру. Как вы думаете, что он хотел этим сказать? Что ты должен как писатель определиться, как ты пишешь. Либо ты в русскоязычной среде, это обычно часто говорят и механик, и интуит, или интуитит, по-моему, что-то. Я могу правильно это произносить. В данном случае по-английски он называет это, в английском языке тоже несколько названий есть у этого. Аутлайнеры, панцири, механики, интуити, который интуитивно пишет. Разницу ухуечем, кто как думает. Аутлайнер – это тот, который знает от начала до конца, к чему он идет, то есть он все это прописывает. Плантер – это тот, который, сажает семя, и смотрит, куда это все пойдет. То есть он еще не знает, чем это кончится. Вот так я думаю. Да, абсолютно неизменно. Абсолютно точно определила. Короче, существует два вида. И гибрид этих может быть там в большей степени аутлайнер больше или в большей степени интуитив больше. Аутлайнер – это человек, который садится, в русском языке это механик как бы, и полностью все опишу. Все, что будет сделано, короче, от и до, и герои, и это, и третье, и пятое, короче, 10. Это чистая механика. Короче. Он подходит механически к процессу это создания книги, там, сценария. То есть механика это не значит, что это плохо. То есть между этими вещами и воду Бог, да, и дикие вои, просто кто вы, как вам лучше писать, то есть к чему у вас есть склонность. Панциря это чисто на интуиции вязущий гушун, который, он даже не знает, какой герой появится. Для него неожиданность будет там, как у этого Льва Толстого. Для него неожиданность совершенная была, что вот эта Анна Каренина под поезд бросилась. То есть он этого не ожидал. Он писал про ее переживания, и раз она под поезд бросается. То есть панцирь в зависимости от степени шизофрении, которая у вас, я в кавычках, развилась, может даже не знать, что в следующем, не знаю, предложении будет, какие герои появятся, что они будут делать. Панцирь интересно писать. Интересно ли аутлайнеру? Я не знаю, что аутлайнер я тоже аутлайнером в последнее время часто не пользуюсь методами аутлайнера, или частично использую аутлайнера. То есть полностью панцирь хилищаться, полностью аутлайнер хилищаться. То есть ты всегда гибрид, но чего-то больше у тебя. Насколько больше. Сон панцирь интересен, потому что я сам хочу, что там у них там произошло, знать. Это появляется в следующую секунду, прежде чем я это осознаю.
А аутлайнер это, ну, я не представляю, но вы сами должны определить, кто вы, он говорит. Вы, если вы аутлайнер или панцирь и как вы можете, как бы, какой вид вам подойдет. И ничего не значит по поводу качества книги. То есть аутлайнер может хорошую, великолепную шедевр написать, и панцирь может плохую написать, а может хорошую написать, а аутлайнер плохую. То есть это не на качество книги, это не влияет, если вы правильно, конечно, подошли к этому. Тойзан, как ты думаешь, ты аутлайнер или панцирь? Я не задумывался об этом. Артур, по-моему, творческий человек. Ты аутлайнер или панцирь? Я точно гибрид и больше вот по наитию. То есть у меня, в принципе, когда я сажусь что-то писать, я понимаю общий какой-то концепт того, что будет и как я хочу это финализировать, но это все по верхушкам айсберга, по штрихам. Детали, интриги, обороты, перевороты и прочие вещи, которые меня в процессе нахлынивают, и я иногда, бывает, сижу, волна такая пришла, идеи, муза руку пожала, и ты такой, вау, вот это я завернул, круто, конечно. Артур, можно тебе вопрос, который давно мучает? Вот я часто слышу от людей, которые занимаются деятельностью такой, что нужно вдохновение. Вот что это такое? Объясни мне, что такое вдохновение и как оно приходит? Нету на это ответа ни конкретного ни у кого. Это то же самое, что, допустим, пытаться сформулировать четко, что такое любовь, например. Там кто-то, биолог, скажет, любовь – это химические процессы в голове, мозг там выделяет феромоны конкретному объекту, и будет прав абсолютно. Поэт тебе стихами начнет говорить, что любовь – это вообще на этом все мироздание. Ну вот пример такое. Вдохновение то же самое. Это не конкретный предмет, это не яблоко, которое можно взять, почувствовать, укусить, почувствовать его вкус. Если говорить химическим языком, это вот ты сел, твой мозг в этом моменте так заработал, по твоим всем этим нейронам прошлись какие-то мысли, в совокупности встретились, создали какой-то информационный взрыв в голове, и у тебя родилась такая супер идея, потому что информация, которая у тебя есть, приобретенная плюс нафантазированная, она сложилась в какую-то картинку в голове, и ты все это явно увидел. То есть это, да, это вот такие вот процессы. Если говорить с духовной стороны, то вот с космоса посетила тебя вселенская энергия. Все это, по сути, и правда, и чушь. Поэтому нету конкретного ответа. Это, возможно ответить. одним словом, нужно хорошо выспаться, я как понял. Выспаться вообще в принципе полезно. Для этого не обязательно что-то писать, просто полезно. Артур, ты как любишь первого лица? Артур, ты любишь от первого лица писать и тоже всемогущее третье лицо или гибрид? Как ты? Гибридно. Как ты предпочитаешь писать? Гибридно. Вообще не люблю себя ограничивать. Например, ты же, наверное, какие-то в стол писал, опыты делал. От первого лица ты писал? Да, писал. Окей. Я книжка, видишь, какой-нибудь в стол, который ты написал, да, который законченное нету. Ты писал от первого лица, да? Я это делал, то-то, то-то, да, писал. Такое было, да? Да, было. И было это потому, что вообще, в игры много еще играл в детстве от первого лица. Поэтому, может быть, захотелось. Тогда третий совет этого нашего американца. Компьютерные игры ты имеешь в виду? Да, компьютерные игры. Ага. И так смотри, это отложило свои... Step 3, то есть третий совет. Тесла, ты пропал у нас, мы тебя не слышим. Create and
Create an unforgettable main character. То есть создайте... Бываемый персонаж, что ли? Ты будешь следовать этому? Most important character. Это то есть самый важный. И ты... Это как бы твой этот лидер, герой или героиня. Так, совет номер 4. Я не буду полностью их там приводить, потому что это time-consuming, и время будет занимать. Так, разверни свою идею в плот. Expand your idea into a plot. Нечто самоочевидное. Так, панцирь руша. Он, кстати, тоже этот человек, панцирь. Панцер. Я могу яздиться, я панцирь. Напоминает немецкая панцирь. Бронетехника. Так, plot elements. Так, plot elements. Opener, insight, climax, conclusion. Кстати, он приводит небольшую схему, из чего должен состоять твой роман, если кому интересно. An opener, номер 1, это как бы открытие. Ну, раскрывающее такое начало. Так, the inciting incident that changes everything. То есть какой-то случай, который меняет все. Это можно представить как катастрофу какую-то, или нападение, или начало войны, или еще чего-то. Или эмоциональное какое-то переживание. Так. Потом идет 3. Series of crises that build tension. То есть серия кризисов, которая выстраивает напряжение. То есть ты просто уже и кризис чует, там идет какой-то. Все бегут, Везувий взорвался, все засыпает пеплом, и тут идет все напряжение подниматься, идет серия кризисов. Далее идет 4. климакс, то есть самый высокий уровень напряженности, высшая точка этого происходящего. И 5. это conclusion, заключение. То есть он на 5 частей разделил. Весьма спорная, скажем так, схема, но Артур, ты слышал, глава Яц, его надо заканчивать вот этим клиффхенгером. Есть такой метод. И когда я часто много писал, то у меня автоматически это выходило. Я не намеревался это сделать, но каждая глава заканчивалась так, что было интересно узнать о какой-то ситуации, life и death situation, где герой должен был знать, что дальше произойдет. Ну, непонятно было, как следующая глава, Цейешах, напряжение, клиффхенгер Бога, висеть со скалы. То есть представь, что у тебя первая серия фильма заканчивается, где герой зацепился за скалу и висит, и тут серия закончилась. И, конечно же, все побегут на следующую серию, чтобы узнать, упал ли он там или все-таки выбрался из этой ситуации. Это как клиффхенгер. То есть это метод завлекания читателя очень эффективный, кстати. Я про него не знал, но я автоматически, интуитивно ему следовал, оказывается, когда уже сильно долго набил руку и автоматически идешь в лакас. Но если знать заранее, это хороший, мощный очень метод. Это отличный метод. Его интуитивно использует большая, наверное, подавляющая часть творческих людей, которые что-то пишут, создают. Это называется игра, манипуляция со зрителем или со слушателем. Это используют очень многие. Если прям совсем грубый пример, он некрасивый с точки зрения художественности, но он четкий, и все здесь, кто есть сейчас у нас в эфире, все это видели пример. Эти вещи очень топорно, но эффективно используют, допустим, в тех же сериалах. Когда какая-нибудь бразильская мелодрама, заканчивая на каком-то моменте, где там Хуан Альберто, и у нее лицо там на полэкрана такое, и все, и серия закончилась. И огромное количество хозяев сидят и ждут следующий день, когда выйдет новая серия, чтобы посмотреть, что же там этот Хуан Альберто сделал. Вот примерно. Да.
Нечестный трюк это, если честно. Они это используют очень грязно. Я просто для примера привел, чтобы вы явно поняли, о чем речь. А вообще, когда автор это делает тонкие манипуляции, почти незаметные, и зритель или читатель этого не чувствует, это красиво. Это красиво и правильно, и манипулировать вниманием просто автор обязан, иначе книга будет бездарная. Да, согласен абсолютно. На +5 определение. Так, ну, этот пятый пункт – это research, то есть поиск, то есть believable хильез бах, язущик. То есть не надо это, ну, логические обоснования. Но не факт, что я знаю много, которые абсолютно бездарны с точки зрения логики, но выстрелили и знаменитыми стали. То есть это как бы уже зависит от того. Кстати, 6, переходим как раз к этому. Выбери свой point of view, то есть фокал выбирай. Выбери свой, как ты будешь рассказывать. Так, да, перспектива, с которой ты рассказываешь книгу, она очень сложная, так, может, так, point of view. Так, самый простой это first person. I, me. Так, second person, you, и third person, she, he is. И you, Боган, у них есть он, но в русском языке его нет. Я не знал, что в английском оно есть когда-то. Оказывается, у них есть. Вообще, как ты смог бы читать книгу, Артур, который все время you, ты сделал это, ты пошел туда. Я попробовал, в общем-то, прожевывается, но все равно очень звучит очень не этот. Нечитабельно. Для меня, конечно. Ну, потому что ты якать не любишь, а тот, кто любит якать, ему прям сложно будет. Вернее, сложно понравится. Я хотел сказать, что это дело привычки. Ты постепенно привыкаешь к такому, как бы сказать, мышлению. Нет, в русском языке нету такого типа. В русском нет, я имею в виду в англоязычном поле. В русском языке нету такого типа. Я, по-моему, такое не встречал вообще. Я удивился даже, когда я его в английском обнаружил. Ласка есть я или он, она, и уже это гибриды этого всего. Всемогущий, я, вы, в русской третье литературе лицо, якой. ненадежный рассказчик, Якой. не всемогущее, перебрасывание в разные головы по главам. Ну, да, он тоже привязывает к этой камере. Так, главное правило. Ага, вот он как раз вот ну, не часто. Вообще от я считается менее профессионально. Ненадежный рассказчик от третьего лица это профессионал язычник. Дальше, если пойдешь в этот какие-нибудь этот Royal Road и сайт-чат, которые где книги выкладывают. Вот Royal Road, там будет большинство от третьего лица, потому что там серьезные, там, а в какой-нибудь там хабе, где эта школота пишет, там они будут якать будет, короче, то есть от я будет. Да, есть отличные от я язык, книжки, это амельдация, это просто, но этот ограничивать его. Вот Яну. То есть у него есть и достоинства, но недостатки у него очень большие. Ненадежный рассказчик, третье лицо, камера над героем, чуть-чуть подаль, как в игре Лара Крофт, к примеру. И вот я понял, что это на самый-самый оптимум и самый-самый эффективный. И читатель не вводит в курс дела, а только вместе с героем это дело разматывает. Вот он предупреждает то есть про косвенно, это. Да, Один характер, то есть один персонаж за главу. Ни в коем случае не несколько персонажей вот в одной и той же главе перепрыгивать в голову. В общем, это... Что ты имеешь в виду, Плей?
Что ты имеешь в виду? Так, Лайнгу вылетела. Так, begin in medias res, in the midst of film. Ага. Седьмой степ 500. То есть шаг 7. Так, начни begin in medias res, то есть в середине какого-то действия. И хороший совет душу. И прологи, и как раз действительно дать, это, ну, скажем так, неудачная идея. В середине какого-то действия обязательно. То есть происходит какое-то действие, и раз вас туда переносят, как зрителя, мгновенно. Это хороший совет. Я его тоже своим этим допер. Могу кое-что спросить? Ага. Разверни театр в голове зрителя. Это в отличие от кино, где ты пассивно принимаешь, тебе воображать ничего не нужно, ты видишь картинку. А вот кинешки зрителю, ему нужно разворачивать в голове театр. Но, естественно, некоторым людям его не развернешь, потому что они не читали, не любят читать. То есть надо все-таки Совет номер 9. Усиливай проблемы главного персонажа. То есть intensify. Проблемы главного персонажа. То есть, наверное, как можно больше проблем у главного героя. Просто они должны разрывать его, накапливаться, Усиливает, чтобы читатель начал ему переживать по полной. Пока 10-й совет. Покажи его ситуацию, кажущей безнадежной. Вот и чего хороший совет. Опа. Зависть говори. Если ты что-то хотела сказать? Спрашивай. Проблем. Перебивайте. У нас азиатская лекция, можно перебивать. Спрашивай. Сахашуй? Меня слышно? Слышно меня? Прием. Тебя слышно. Если-то тебя слышно, и тебя слышно, говорите. Вот у меня вот первый капитель, то есть то, что из которого я сделала пролог, он именно начинается с того, как вот девочка маленькая, и там за ними погоня, то есть там уже есть экшен. А если я пролог уберу, то есть полностью уберу, меня слышно? буду делать... Да, слушай, ты ее отключил, что ли? Ты кого-нибудь слышишь вообще? Прерываться, да, видимо, это плохая связь у нас сегодня. Походу, да, я добью тогда это. Тесла, у тебя пинг, по-моему, высокий, ты нас с опозданием слышишь. Я вас всех слышу, я ее не отключал. Возможно, да. Поздно слышишь нас, очень поздно доходит. Это моя вина, скорее всего. Ага, да, видимо. Периодически шарайер. Почему-то он вырубается у меня. Видимо, это связано с этим. Так, давайте тогда я запись остановлю. Да, я только зашла, иду. Все, научились? Саза, good morning, ты как всегда. То есть запоздала. Ты запустила, полжизни потеряла. Guten Morgen. Заза, сегодня до Теслы доходит как до жирафа через минуту, так что привыкай.
За полжизни потеряла. Это было очень интересно. Черт, так и не напишу книгу. А второй части не будет? Шучу. Хэшвуйсыз? Ву-ву. Хэшву. Тесла, ты в России живешь, как я понимаю. Да? Элхамдулилlah. Кто в России живет? Тесла живет в Тесла. России. Судя по интернету, он в России живет. Тесла что, в Рунете, что ли? В Ютубе он. Тесла Mail.ru. Ха-ха-ха-ха. На мыле сидеть, что ли? Да-да-да, Mail.ru. Алле, вы помните эти Mail.ru, Mail-агент, агент, Майл-агент.